Доброе утро, друзья. Идите Хелшин. Сегодня я еду в Галашки к своей заловке м, на Маулид. Она нас всех пригласила, всех нас, родственников, на Маулид в честь того, что вот у нее прошла успешная операцию, ей сделали 2 недели тому назад. Алхамдулилlah, все хорошо уже, ей намного лучше. И вот она решила всех нас собрать и и собрать стариков, чтобы прочитали Маулид. Вот еду туда. А, Живет она от меня далековато, конечно, в Галашке. Это горное село. Дальше уже там идет Джейрах, все такие хули. Дальше нее уже ближе к горам, горам и горам. Но сегодня дальше мы не поедем. Мы поедем только в Галашки. И вот немножечко я вам покажу природу по пути в Галашки. А, Очень красивое место, очень красиво везде вот зелень. И день такой сегодня очень хороший, солнечный. Вот, вот так. Просто мы все тоже родственники решили ее поддержать, чтобы она не унывала. Соберемся все, заловки мои, ее заловки там будут, ну и все так родственники наши. Давно у нее не была, если честно. Никак не получалось к ней поехать. Вот так вот. Как-то так, друзья. Так, мы сейчас проезжаем село Алхасты. Скоро уже будут Галашки. Микки, да, можно там Микки, на шашлыки лагерь, на шашлыки. Да, любой надо. Хаю да? День назначайте. Ayili. Это да. Adam yakar. Ayili. Меня Не разрешаю ничего. Ничего не разрешаю. Ногу не охотно, Haben wir das noch, oder? Şu ikisi de oldu. Hadi ya. Давайте меня. Так, друзья, добрый вечер. Я сегодня вот была у своей заловки. Приехала уже, ну, часа 2-3 как приехала, правда. Немного отдохнула, дорога все-таки утомляет сильно. Жара. И
Немного передохнула, подлежала. Вот теперь снова зашла в свой огород. Надо и поработать немножко. Походу буду вот вам показывать, что я буду делать. Сейчас я хочу выкопать картошку утром на вечер. Хочу отварить картофель со свежей сметаной. Мне надо сегодня пропускать молоко через сепаратор, делать сливки. И мы любим вот свежую картошечку со сметаной и с творогом. Так вот у нас это называется туабеш. Туда мы, короче, сливки, сметану, кидаем творог свежий, чуть-чуть соли и вот с картошечкой и с зеленым лучком. Очень вкусно. Вот хочу детям, детям, правда, уже не дети, конечно, но все равно они мои дети, моим мальчикам приготовить вот на ужин картошку. Сейчас я буду копать. Потом выкопанную чуть-чуть вам покажу, а то и снимать, и копать у меня не получается. Так, ребята мои делают забор. Сейчас не буду их отрывать, буду сама. Нет только вот кустов 2-3. Выкопаю, нам хватит на сегодня. Я уже говорила, что картошка у меня в этом году не очень важная. Ну, кто подсоединился только сейчас и не смотрел мои видео прежние, просто скажу, что 2 раза побитые градом, буквально перекрученная через мясорубку картошка, вот видите, я ожила понемножечку, но все равно она уже 3-й раз работает на ботву. Практически, видите, даже видно, что она вот побитая с этими, с болячками, бедненькая, как будто вот раненые, как раненый человек. Ну, в принципе, клубни будут маленькие, по-любому, я это знаю. Но, алхамдулилlah, какие есть, такие есть. Самое главное, покупать не надо. И знаю, что там без всякой химии. Вот единственный раз, один раз я опрыскивала их от жука, и больше в этом году и от жука не пришлось прыскать. Я даже удивляюсь, не знаю. Обычно и 2, и по 3 раза за сезон приходилось, но в этом году только 1 раз. И пока нет вроде бы, не вижу жука. Но уже вот первые ряды, которые были пораньше посажены, они уже подсыхают. Ну, не подсыхают еще, но все равно они не важные. Вот эти вот первые 2-3 ряда были посажены позже, они еще будут работать, мне кажется. Ну, вот так, сейчас я буду копать, а потом снова выйду на связи, покажу вам. Ну, вот, друзья, выкопала я 4 лунки, как я говорила, картошка мелкая. Видите? И еще одна напасть у меня здесь, медведка. Но ничего. Она мелкая, потому что, в принципе, во-первых, работала на ботву, во-вторых, посажена мною очень поздно. В это время, конечно, у меня картошка бывала намного крупнее, просто потому что я ее сажала раньше. По погодным условиям даже я ее посадила очень поздно. И еще 2 раза град. Так что в таких экстренных ситуациях, в принципе, не экстренных, а экстремальных ситуациях, в принципе, картошка ничего, нормально. Ничего. Алхамдулилlah. Главное, не надо тратиться, не надо покупать. Она у меня своя и без всякой вредной химии. Так, сейчас соберу эту картошку, а потом дальше покажу вам, что я чуть-чуть сегодня собираюсь еще сделать в огороде. Так, картошку вот выкопала. Теперь хочу немножко вам показать, что у меня все-таки с огурцами. Я, как всегда, на свои огурцы. Так, сегодня я ничего не успею сделать в огороде, уже поздно. В принципе, уже надо готовить ужин. Просто покажу вам огурцы, потому что сегодня не снимала, и вчера не снимала. Так, вот видите, это рядочки, которые у меня посажены, вот эти 3 ряда, посажены намного позже, где-то 12-15, точно не помню между этими числами. Так, скажу вам про них немножко. По-моему, еще говорила, но еще раз скажу, кто первый раз подключился ко мне, зашел на мой канал. Значит, вот сажала я их, вот видите, и по 3, и по 4, и по 5. Вот 3 больших уже, видите, 3-4 огурчика в каждую лунку. Ну, не огурчика, а семечко кидала. Но не все взошло. Вот в некоторых нормально зашли, а в некоторых, видите, вот такие вот огрехи. Прям даже по метру есть огрехи, что их нет, не знаю почему. Но семена мне не нравились, если честно. Я никогда не покупаю вот эти пакетированные семена, которые продаются на рынках. Обычно мне возят голландские семена, я их сажаю, и 100% схожесть бывает, что даже
я иногда даже только по одному семечку ложу в лунку, и они сходят. Ну, вот такая оказия произошла у меня в этом году в огороде. Просто хочу сейчас вам показать по-быстрому, что я делала вчера и провела какой-то эксперимент. Огурцы, все, наверное, знают, кто занимается огурцами, садоводством, огородством, что огурцы очень нежный овощ, и они не любят пересадки. Они даже не любят, когда их пересаживают из стаканчиков в грунт. И то они болеют долго, сидят, если немножечко хотя бы их повредили. Но несколько дней тому назад я просто рискнула. Думаю, ну вот в действительности, вот каждой лунке в некоторых и по 4, и по 5, и по 6 огурчиков, видите, когда я поливала, давай-ка, думаю, осторожненько лопатой прям подкопаю, где их много, чтобы, ну, потеряю несколько кустов огурцов, но остальное же останется. Если пересажу, приживутся, приживутся, нет, так делать нечего. И вот так вот позавчера сделала, подкопнула и пересадила. И вот видите, ничего, но сразу 2 огурца я подсадила, потому что один потом отрежу, чтобы для пущей уверенности. И вот, этот чуть-чуть, правда, болеет, ну и они чуть-чуть болеют, но все равно они не завяли, значит, все-таки работают. Это вот посаженные 4 дня тому назад. А вчера я вот сделала вот новую посадку, вот сегодня сняла вот эти. Видите, 2 нет, а 3 все-таки живой. И вот так вот я их прикрывала листом лопуха. Вот и эти тоже болеют, конечно, будут болеть они. Но я надеюсь, приживется хотя бы один. Вот так вот тоже прикрыла их лопухом. Вот тоже, видите, прикрывала лопухом. И этот, потому что жарко, очень жарко сегодня. Жара невыносимая. Дождей давно нет. Если бы была бы дождливая погода, они, конечно, бы 100% прижились, хоть и очень нежные. Но вот как-то так. Ну, сколько приживется, видите, эти все-таки болеют. Вряд ли. И эти, мне кажется, вряд ли приживутся. Ну, как приживутся, так столько и приживутся. Уже пора мне эти ряды с этими вот 3 рядами, уже пора работать. Вот, потому что, вот, видите, в каждой лунке подложу. Вот видите, вот здесь вот 2 огурца. Один обязательно нужно убрать. Вот тут вот уже даже 3. Тоже вот нужно оставить один, потому что они все-таки, чем меньше их в одной лунке, то будут расти лучше, и элементы, микроэлементы, которые находятся в почве, все-таки для одного огурца лучше, чем для этих 3, и зря их кормить просто не надо. Мне вот срочно надо это делать завтра. Посмотрим, надо убирать эти огурцы. Пересаживать сегодня можно было бы еще пересадить, но сегодня не успею. И, скорее всего, до завтрашнего вечера я их оставлю, а вечером уже сколько смогу пересажу, потому что у меня еще есть очень много там огрехов. Видите, они уже кустики большие, с ними надо срочно работать. Так, что-то с этим огурцом. Их уже надо обработать, видите, уже беленькие вот штучки. Надо срочно их опрыскивать. Вот видите, листочек, я сразу заметила, что листочек не такой, что все-таки там какая-то живность завелась, и надо срочно опрыскивать, наверное, даже сегодня. Скажу сыну, что опрыскивал. Так, вот это то, что касается этих 3 рядов. Все-таки вернусь я к первому ряду, который у меня более-менее уже, видите, пошел. Вот я направила, я им говорила, что мне надо направлять их. Вот направила, и вот он усиком зацепился, и дальше вот так вот будет вот хвататься этими усиками. Этот огурец будет идти вверх, каждый кустик вот так вот. Просто каждое утро надо будет направлять их. Обычно я, знаете, как делаю, но пока они еще не плодоносят, через день обычно срываю огурцы. Вот иду, срываю огурцы, и по мере того, как иду, и направляю их, накидываю эти веточки на эту шпалеру и направляю их. Вот так вот. И они цепляются, сами цепляются. Вот одной рукой просто сейчас не получится. Они сами цепляются и идут наверх. На этом ряде уже есть огурчики, друзья. Даже 1-2 огурчика мы вчера сорвали. Внучка поела. Вот видите, вот огурчик уже вот маленький. Вот. Это она еще на той стороне видела. Так, вот уже побольше еще огурчик. Поливать надо сильно, уже земля пересохла. Вот, вот маленькие огурчики висят. Так. Хочу вам показать все-таки.
Вот огурчики. Вот уже и большой есть. Вот завязались огурчики. Так, тоже, видите, надо их направлять. Ну вот, как-то так, друзья. Мне еще надо поработать завтра. Уже, наверное, завтра покажу вам с перцами. Работы в огороде очень много. Не успеваю. И поливать не успеваю. Вот 2 дня мы не поливали. Видите, пересохло все. Сейчас срочно надо поливать. Просто сын у меня сейчас стирает мою ковровую дорожку. Попросила его просто, чтобы постирал мне ее. Ну, как постирал, щеткой хорошенечко с водой помыл. Дорожка, которая лежит в прихожке. Потому что я с этим давлением не могу нагинаться. И попросила младшего сына постирать мне эту дорожку. Поэтому и шланг у нас там занят, и вода занята. Но ничего. У нас не так сильно темнеет. Можно и до ночи поливать, так что он будет поливать. Так, скоро уже и азан, друзья. Мне надо идти, корову доить. Я еще корову не доила. Уток, цыплят сын мой загнал. Старший. Ну вот как-то так. В кухне у меня процесс идет, поэтому, друзья, я чисто пока показываю чисто огороды, хотя обещала и показывать, как я готовлю и что делаю. Но сегодня вот вам показала, что как я поехала в гости. Вот так понемножечку с помощью Аллаха буду кое-что показывать. Может быть, вам будет более интересно. Просто готовить пока у меня не получается, потому что у меня в кухне идет ремонт. У меня протекал кран. И из-за этого у меня раздулась даже столешница. Мы купили столешницу, хотели ее поменять. Оказывается, вода все-таки капала между этой столешницей и стеной. И у меня, когда отодвинули мы шкаф, стена просто вывалилась. У меня кухня из саманных блоков, это глина. И пришлось, вот там прям большое углубление получилось, замазывать эту дыру практически, замазывать практически всю стену, и это долго сохнет. Сначала стену высушили, потому что была влажная очень. Сначала ее сушили пушкой, потом вот замазали, теперь эту стену сушим. Потом уже надо будет и эмульсией несколько раз пройти, чтобы стена была одинакового цвета. Ну, короче, вот такие вот дела. Кухня у меня, конечно, не очень важная, не очень красивая, но делать нечего, какая есть. Просто мы сделали кухню из помещения, которое было построено для меня, когда я сюда переехала жить, под кладовку. Так вот стучат мои мужики. Они делают забор. У меня, я говорила, что у меня во время града, во время сильного ветра свалился весь забор. Он у меня из металлопрофиля, а каркас был деревянный, и он у меня полностью от ветра, весь этот каркас вывалился, и пришлось, вот они мне переделывают его полностью. А вот который вот прямо вот передо мной, может, ну, издалека, но все равно видно, этот забор у меня тоже металлопрофиль, но просто оцинкованный, тот у меня окрашенный зеленый. Здесь уже каркас железный, он устоял, ничего, все нормально. А вот там из-за того, что все сделано деревянное, поэтому все сломалось. Ну, у нас тогда не было денег делать железное, и мы просто сделали его таким. Просто на быструю руку сделали. У меня как раз выходила дочка замуж, чтобы было все закрыто, более-менее был привлекательный вид. Так, и вот еще у меня с этими 2 рядами огурцов тоже. Надо их тоже вот направлять. Это тоже уже завтра. Сегодня ничего не успею. Вот так вот. Но их надо заворачивать через одну. Вот. Так, вода нужна срочно. Ну-ка, здесь есть что-нибудь. Да и здесь есть, по-моему, живность. Да, вижу, есть точки белые, зеленые. Надо прыскать. Недавно только прыскали. Вот надо их опрыскивать. Обычно я их опрыскиваю Би-58. Если так появились такие штучки. Хотя недавно только опрыскивала сывороткой с йодом. Тоже говорили хорошо от
вот этой тли, всех этих разных сосущих, кровь сосущих насекомых. Вот она надо направлять. Здесь, да, даже здесь на этих огурчиках. Вот есть зависть. Уже есть огурчики. Даже вот побольше я на этом, хотя мне помладше. Вот, видите, уже здесь огурчик. Ну, не знаю, посмотрим, друзья, как будут. Так будут. Еще мне надо очень сильно поработать с болгарским перцем, с горьким перцем. Видите, перчики сами не очень пышные, не очень высокие. Они у меня обычно бывают в 2 раза больше. В этом году, когда я снимаю, когда я показываю, у меня все такое неважное, не знаю почему. Ну, знаю почему. Год такой, я уже говорила, что и град, и прохлада, и все. И теперь очень сильная жара. Но вот видите, болгарский перчик я завтра буду делать и показывать, пока просто немножечко скажу о нем. Хоть и кустики маленькие, но он сейчас весь начинает обсыпаться цветами, и уже есть плоды. Через сеточку покажу. Видите, уже есть перчики, причем и по много, вот на некоторых, вот и здесь уже 3-4 перчика, хотя кустик маленький. Завтра немножко пообрываю, потому что сейчас будет идти все в плоды, и рост перца остановится, но это для меня не нужно. Все-таки нужно, чтобы перец работал и немного побольше вырос, чтобы плодов было больше, перца было больше. Так вот, друзья. Сегодня вот еще меня не было дома. И сын не уследил. С одной стороны у меня зашла чужая корова, штук 15 кукурузы поела. С другой стороны утята зашли, весь салат съели. Вот, общипали весь мой салат. Вот, и не уследила, короче. Ну, не я не уследила, меня не было дома, не уследил мой сын. А я еще собиралась выходить на работу. Не знаю, что будет, если я еще выйду на работу, только вообще и возвращаться не надо будет. Вот как-то так. И вот еще мне сегодня привезли 5 тюков сена. У меня один бычок стоит на откорме. Мы его на зеленую траву не пускаем, ест сено. И вот я уже несколько дней не могла никак не купить этого сена, потому что маленькие, ну, небольшие заказы на дом не привозят, а купить прям всю машину сена у меня на данный момент просто не было денег. И вот мой родственник мне прислал вот 5 штук бесплатно, без денег. Правда, это прошлогоднее сено, но ничего, там оно чуть-чуть вот, где оно плохое, мы его убираем. Ничего, пока можно, пока вот у меня не появятся деньги, чтобы купить уже свежее нынешнее сено. Потому что доставки у них нет, если я не буду брать вот прям вот всю машину, 100-150 пачек на ней, а пока у меня таких денег нет. Я просила, чтобы привезли мне 20-30 пачек, чтобы, ну, пока временно. Но не соглашаются они. Теперь мне она не нужна, этих 5 рулонов мне хватит надолго. Бычок хорошо ест. Ну вот, как-то так, друзья, вот общий обзор я вам сделаю своего участка. Все, сейчас пойду доить корову и варить картошку. Что обижем. Приходите в гости. Буду рада. Ну вот, как-то так. Спокойной ночи вам. Заходите на мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии и спрашивайте, я буду отвечать, если вам что-то интересно, или хотите услышать что-то обо мне, или узнать что-то о растениях, или еще что-то как-то. Ну вот, как-то так, друзья. Спокойной ночи вам. Спасибо за то, что были на моем канале.